Здравствуйте! Доброе утро! Этот замечательный день встречаем с вами мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Сегодня 21 августа, вторник, в Татарстане праздничный день – Курбан-Байрам. И вот что мы приготовили для вас сегодня в нашей программе. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения приходит в Казань. Приятного аппетита! Готовим просто и быстро. На заметку, как сделать вечные грядки. Итак, сегодня, 21 августа, мусульмане России отмечают Курбан-Байрам – один из двух важнейших праздников в исламе. Арабское название праздника Ид аль-Адха переводится как «праздник жертвы». Примерно так же можно перевести и устоявшееся в русском языке слово Курбан-Байрам. Первая его часть происходит от арабского «жертва», вторая – от общетюркского слова «байрам» – «праздник». Название отсылает к эпизоду, описанному в Коране. Пророку Ибрахиму во сне явился ангел Джабраил и передал повеление от Аллаха принести в жертву сына. Когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, что жертва сына была заменена бараном. Как оказалось, Всевышний испытывал Ибрахима. Во всех мечетях республики сегодня состоялась праздничная молитва в честь Курбан-Байрама. И вот как это происходило в Галеевской мечети Казани. Россия Федерациясының президенті тарафынан жіберілген тәбрикләүне дә әйтеп үтәсем килә. Президент Российской Федерации, российским мусульманам, уважаемые друзья, поздравляю вас с Курбан-Байрамом, древним праздником, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама. Курбан-Байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека. Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России, помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране имеют глубокие исторические корни. Счастья вам, мира и благополучия. Владимир Владимирович Путин. Также во время праздничного намаза Рустам Хазрат Валиуллин зачитал поздравления президента Татарстана Рустама Минниханова с праздником Курбан-Байрам. От всей души желаю вам, дорогие татарстанцы, милости Всевышнего, мира, счастья, достатка и благополучия. Курбан-Байрам – это праздник добрых дел и благих свершений, небесный призыв к миру и единству. Президент особо отметил Татарстан как пример мирного сосуществования и взаимодействия представителей различных национальностей и вероисповеданий. Поздравил жителей Татарстана и муфти республики Камиль Хазрат Самигуллин. Он отметил, что в Курбан-Байрам мусульмане выражают готовность жертвовать, помогая нуждающимся, ради довольства Всевышнего Аллаха. Поэтому в эти дни праздника мы должны стремиться принести радость, добро и благо окружающим, торопиться раздать милостыню, преподнести мясо жертвованного животного тем, кто в нем нуждается, сказал муфти республики Татарстан, опубликовав слова поздравления на личной странице в социальной сети Instagram. После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это. А вообще мусульмане заранее готовятся к этому празднику. О некоторых традициях этого праздника в нашем следующем сюжете. Слово «курбан» в переводе с арабского означает «приближение». Совершая в празднике добрые дела, мы приближаемся к милости Аллаха, говорит мулла деревни Каратал Камско-Устинского района Татарстана. Аллах Тааля так нам сказал, что в этот день, чтобы праздновали все национальности. Вот. Если так Аллах Тааля сказал, если у тебя живет рядом сосед другой национальности, их тоже не надо забывать, вот их надо тоже угощать вот этим мясом. За 9 дней до праздника каждому мусульманину желательно начинать поститься, воздерживаться от еды и воды от рассвета до заката. Нужно избегать дурных слов и поступков, а также больше обращаться к Всевышнему. А вот уже в сам праздничный день, вернее 4 дня подряд, можно вкушать самые разные блюда с праздничного стола. Утром мужчине намаз считает и входит в мечетке, на кладбище, там считает молитва,
для рухи умерших, да, ага. И потом домой женщины все готовят балиши, шмалки, блины. Мы вместе чай пьем, ага, кушаем, празднуем, ага, праздник идет, ага, да. Дети, у меня 7 детей, 16 внук, 15 правнуков, ага, все вместе собираем. В праздничные дни помимо пятикратного намаза нужно произносить дополнительные ночные молитвы и чаще говорить слова поминания Всевышнего. В сам же Курбан через 30 минут после восхода солнца совершается праздничная молитва. Только после нее можно приступать к обряду жертвоприношения. Правда, сейчас мало кто держит баранов на личном подворье. В Каратале они есть только у одной семьи. Мой брат много держит овцов, коров, это... Он очень любит вот этих животных. Каждый год отдельно вот закрывает несколько барашек на Курбан-байрам. Он сам каждый год режет. В этот день уже читаем молитву и раздаем вот нуждающим, вот эти, которые делим вот это мясо на 3 части и одну часть мы себе оставляем, одну часть вот праздник устроим, а 3-ю часть уже раздаем нуждающим. Также в Курбан-байрам нужно посещать больных, сирот и дарить ласку и заботу людям. Можно ходить на кладбище, молиться за души покойных, и необходимо обязательно навестить родителей и просить у них благословения. Еще одно событие продолжается в эти дни в мусульманском мире. Это хадж – паломничество в Мекку, главной мечети мусульман Аль-Харам. Хадж – это важнейшее событие в жизни всех правоверных мусульман. Оно предписано шариатом, составляет фундамент всей исламской культуры. Является 5-м по счету столпом, то есть доктриной или постулатом. В этом году из Татарстана в хадж организованно отправились 1800 мусульман. Мы связались с нашим коллегой Данилом Сафаровым, который сопровождает паломников в Мекку, чтобы узнать, как проходит для них хадж. Только что несколько паломников из Татарстана выполнили таваф и прошли 2 раката намаза. Мы хотим поинтересоваться у них, какие они испытывают чувства. Флюра, подскажите, пожалуйста, какие чувства испытываете по прохождению тавафа? Альхамдулилляхи, мы прошли этот таваф. В общем, вы знаете, чувства переполняют. Вот, сколько эмоций, да, счастье, вот, все, вот, что мы прошли, вот это все, вот, что насып да, что это суждено нам было пройти. Это такое счастье. Всем хочется, чтобы это счастье испытать. Это очень здорово. Нам очень понравилось. Итак, мы поздравляем всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Сейчас небольшая реклама, после которой обязательно к вам вернемся. И снова здравствуйте. Приступаем к советам астрологов. В нашей программе традиционный гороскоп. Овнам гороскоп советует на время заморозить чувства и эмоции и включить на полную катушку разум. Он поможет реализоваться профессионально. Самостоятельность в финансовой сфере позволит уверенно взглянуть в будущее, особенно если вы четко распланируете бюджет. Тельцы, сегодня звезды сулят вам интересные встречи, приятные знакомства. После этого вы посмотрите на мир другими глазами. Возможно, у вас кардинально изменятся планы и цели на будущее. Близнецы, следите за своими эмоциями и словами. Любая неловкая шутка, неуместная фраза могут вызвать цепочку событий, которые приведут к разрыву с избранником. Не следует идти на поводу у эмоций, ведь рядом находятся любимые люди. Не обижайте их в порывах гнева. Раки, у вас день наполнен ясностью ума и поставленных целей. Гороскоп напоминает, каждый окружающий будет вознагражден или наказан за прошлые дела, в том числе и вы. Если ваше прошлое заставляет краснеть, принимайте его последствия как должное и не кляните судьбу. Сегодня любовь может неожиданно вскружить львам голову. Нотки свежего воздуха заставят вас задышать полной грудью. Семейные отношения также могут принести вам радость, если вы уделите им должное внимание. Но все же старайтесь не окунаться в эмоции с головой.
Девы, неформальное общение с коллегами пойдет на пользу, но не забывайте о необходимости сохранять субординацию. Даже легкий флирт может быть расценен как приглашение к серьезным отношениям, так что будьте осторожны в проявлении своих чувств. Продолжаем программу рассказом об очень талантливом молодом музыканте, который удачно совмещает учебу с профессией дирижера. Давайте познакомимся с ним поближе. Сегодня мы хотим рассказать об удивительном человеке, талант которого обнаружился в 11 классе. Именно в это время Дмитрий Железнов решил поступать в музыкальное училище на отделение фортепиано, но опытный глаз педагога обнаружил в молодом человеке талант дирижера. Трудились, занимались сольфеджио, занимались вокалом, фортепиано, и я поступаю в музыкальный колледж в дирижерско-хоровую профессию. Я отучился 4 года по этой специальности в Казанском музыкальном колледже у Венедиктовой Дины Альбертовны и поступаю в Казанскую консерваторию к Альфее Ибрагимовне Запаровой, профессору, тоже на дирижерско-хоровое отделение. И вот уже несколько лет я учусь на втором также отделении в Казанской консерватории у профессора Фирулева Сергея Владимировича на оперно-симфоническом дирижировании. Нам повезло, мы увидели репетицию Дмитрия с оркестром и капеллой мальчиков. В нем видна твердая рука руководителя, который знает, как воплотить в жизнь творческий замысел композитора. Сейчас Дмитрий Железнов учится на 3-м курсе Казанской консерватории. На будущее у него грандиозные планы. Он хочет стать дирижером симфонического оркестра, а также продолжить работать с капеллой мальчиков, которые откровенно рассказали нам о своем руководителе. Он прекрасный человек. Он дирижирует лучше всех. Талантливый, очень хороший. Он лучший дирижер в мире. За 4 года капелла завоевала сердца зрителей не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге и Москве. Ребята не собираются останавливаться на достигнутом и планируют покорять новые горизонты. Я счастливый человек. Я 100% в этом уверен, потому что меня окружают самые близкие люди, самые добрые люди, с которыми я иду рука об руку, которые мне помогают. Это мальчишки, мы друг друга учимся, поддерживаем. История нашего героя в очередной раз показала нам, что никогда не поздно начать раскрывать таланты, которые до поры были скрыты. Будьте счастливы! В разных странах к развитию талантов у детей подходит по-разному. В китайских детсадах детей учат лепить пельмени. Это блюдо там символизирует успех и удачу. В Германии на досуге собирают клубнику и помогают воспитателям готовить ланч. В Бразилии ходят смотреть футбол, а в Канаде воспитатели стараются с детьми проводить больше времени на свежем воздухе, придумывая различные игры, которые опять-таки благотворно влияют на их развитие. В наших детских садах тоже много делается для всестороннего развития малышей, но не зря же они растут такими смышленными. О чем свидетельствуют их рассуждения на самые разные темы. Вот и сегодня мы покажем, что они думают о секретах. В их мыслях очень много рационального. Мы расскажем про секрет. Секрет – это когда человек тебе говорит что-то по секрету, но тебе нельзя это рассказывать. Еще это по-другому называется тайна. Секрет бывает про день рождения и про любовь, а у мальчиков про черепашек-ниндзя и войнушку. Но я больше всего люблю про любовь, потому что я девочка. Секрет – это сюрприз для именинника. Его сначала скрывают, а потом открывают, чтобы было весело. А для мамы сюрприз – это цветочки, разные браслетики. А я не люблю секретики. Я люблю клады, которые зарыты в земле. Если их откопать, то станешь миссионером. Секрет – это тайна, которую никому нельзя рассказывать. А если расскажешь, то не будет секрета. Секрет – это сокровище.
деньги и кого любит девочка. А еще секрет – это подарок, чтобы именинник раньше времени не догадался. Секрет говорят всегда на ушко, чтобы никто не слышал. А если его услышат, то это уже будет не секрет, а шутка. Через секрет можно договориться о встрече, чтобы никто лишний не пришел. А больше всего секретов у меня с Левой, потому что он мой лучший друг. И никому не рассказать мои секреты. Секрет – это когда мне рассказывают про человека, а я это никому не рассказываю и держу в голове. Если кто-то спрятал машинку или разбил тарелку, это тогда секрет. А если про тарелку все узнали, тогда секрет рассекретился. Ну, у каждой женщины есть какой-то свой секрет красоты, да, не который умеют она... женщины хранить секреты, скажу я. Подожди, а секрет своей красоты, он же остается у каждой такой свой, завуалированный. А мы со всеми поделимся, нам не жалко. Признанной иконе красоты и стиля Голливуда Одри Хепберн принадлежат слова: элегантность – это единственная красота, которая никогда не увядает. С этим трудно поспорить, а вот ну, на мужской взгляд самым элегантным нарядом женщины были и остаются платья. Несмотря на всяческие попытки дизайнеров от моды в угоду эмансипации ввести в женский гардероб элементы мужской одежды. Здравствуйте! Предлагаю продолжить день по-модному. С вами рубрика «В стиле» и ваш модный эксперт Селина Софиуллина. Сегодня речь пойдет о самой главной составляющей женского гардероба – платье. Оно подойдет всегда и везде. Сейчас платье носится как с кроссовками, так и с туфлями. Я рассмотрела самые популярные и стильные модели этого сезона. Предлагаю посмотреть и вам. Белое платье. Оно, как и маленькое черное, вневременная классика, которая не выходит из моды. Такое платье днем можно носить с сандалями или кедами, а вечером его можно преподнести с яркими босоножками. Платья-рубашки переживают свой главный ренессанс. Покупайте их любого цвета. Отличным решением будет дополнить подобное платье грубым ремнем. Тем самым вы создадите силуэт песочных часов и просто подчеркнете свою фигуру. Акварель. Наряд, который переливается всеми цветами радуги, не может оставить равнодушным никого. Да и модный силуэт New Look тоже. Разумеется, подобное платье не на каждый день, а для особенного события. Например, в нем можно сходить на день рождения или свадьбу. Девушкам с аппетитными формами такому силуэту лучше предпочесть платье-футляр, а вот обладательницам типом фигуры прямоугольников вполне подойдет такой вариант. Маленькое черное платье теперь выглядит именно так. Прозрачность нынче в тренде и может скрыть то, что нужно скрыть. Кружево придает платью романтики, а черный цвет дает нотку сексуальности. Упрощайте такое платье шлепками или кроссовками днем, а для выхода лучше всего выбрать яркие каблуки. Легкость и кокетство в одном воплощении. Дизайнеры поставили ставки на пастельные тона. Воланы и орнаменты из бисера придают образу воздушности. Струящиеся ткани, прямой силуэт подходит абсолютно любому типу фигуры. Подобные платья лучше оставить на вечер. Дополняйте его либо грубыми сапогами, либо интересными босоножками. При выборе платья с принтами нужно быть предельно внимательным и осторожным и знать, какой принт вам подходит. А вот что касается цветочной палитры, то нужно знать, что наиболее гармонично смотрится сопоставимый с фигурой по масштабу рисунок. Лето уже бежит и никого не ждет, а я бегу вслед за ним за новыми трендами для вас. С вами была я, Селина Софиуллина, и помните, быть в стиле – это просто. Здорово, здорово. Дорогие дамы, Светлана, тебе... Согласись, платье это всегда прекрасно. Да, Женщина в платье яркие, такие цветастые платья всегда украшают наши серые будни. Но, тем не менее, мы продолжаем, и сейчас небольшой подарок еще. Да, еще подарок украсит чей-то сегодняшний будний, вернее, праздничный день. Наша страна не только самая красивая, но и самая большая в мире.
Известный факт. И самое протяженное. Вот этот билет на колесо обозрения у Ривьеры достанется тому, кто первый правильно ответит на вопрос: сколько часовых поясов в нашей стране? Телефон прямого эфира вы уже знаете: 570 50 75. Мы с нетерпением ждем правильных ответов. Ну а пока вы думаете и дозваниваетесь, мы предлагаем вам познакомиться с программой, которую мы сегодня для вас приготовили для просмотра. Внимание! Люди села, проблемы сельского хозяйства и их решения. Работа на земле ответственная и серьезная. В этой программе уборочная страда. Превысит ли урожай прошлогодние результаты? Лучший ветеринар. Студентка из Татарстана победила на WorldSkills. Родная земля сегодня в 10:50 на ТНВ. Берег левый, берег правый, а между ними величественная Волга. И так уже 1000 лет. Как все начиналось, что изменилось и какое будущее ждет великую реку? Об этом вы узнаете сегодня в 13:00. Почему церковь не жалует экстрасенсов, не благословляет целителей, не признает гороскопы? Что, по мнению религии, есть оккультизм и суеверие? Ответы на эти вопросы узнаете в программе «Не от мира сего» сегодня на ТНВ. Продолжаем разговор. И сейчас мы узнаем, сколько же часовых поясов в России. У нас есть правильный ответ. Мы надеемся. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ильдар. Ильдар, ну, во-первых, с праздником вас. Спасибо. Надеемся, что у нас будет еще и подарок для вас небольшой. Ильдар, скажите, пожалуйста, часто ли вы путешествуете по России? Только когда в армию ходил. Угу. Так, хорошо. Ну, давай все-таки, наверное... К вопросу? Да, к вопросу. К ответу, скажем так, не к вопросу, а к ответу, к правильному. Ответ, в общем, сейчас 11. Сейчас 11. Да, видимо, что-то собирается измениться. Вы так неуверенно говорите, как будто что-то в ближайшее время собирается измениться. Относительно Нет, недавно. изменилось как раз-таки недавно. Да-да-да, недавно Потому менялось. что раньше было 9, а сейчас 11. Ильдар, ну, пятерка вам и по географии. Такой знаток географии. Да, мы вас поздравляем, Ильдар, все верно. Желаем вам хорошего дня. Да, и у вас Ривьеры. есть возможность прекрасная, ну пусть недалеко, вот совсем близко здесь, но маленькое такое путешествие у вас будет на колесе обозрения. Ближайшие окрестности Спасибо увидите. большое. Все, мы за вас. Привет, Что? да? Да, Ильдар, Привет вам сейчас... передать. Привет передать. Любимой супруге хотел передать привет. Ой, сегодня спасибо можно. За все, что за то, что она есть. И маме моей любимой, конечно. Я думаю, что вашим женщинам, любимым, очень приятно будет сегодня получить такие замечательные слова. Ну все, они их уже получили. Ильдар, оставайтесь на связи, сейчас вам расскажут, как забрать билеты. Мы переходим к нашей следующей теме, к теме природы. Погоды. Природа не перестает преподносить сюрпризы погодные. Например, сегодня в северную столицу, Санкт-Петербург, циклон принесет похолодание до 15 градусов днем. К югу Дальнего Востока России приблизились тропические циклоны. Ну а в центральных районах европейской части страны начало недели будет радовать теплом и солнечной погодой. Ну хотя, в общем-то, все логично, как обычно. Да, и что ждать сегодня казанцам в этот праздничный день, узнаем у Даниора Кинжаева, который благополучно наконец-то вернулся из южной командировки и готов рассказать нам о прогнозе из родных Пенатов. Даниор, привет! Где ты? Ага. Ого! Привет, ребят! Всем здрасте и доброе утро! Наконец-то я вернулся из Крыма, нахожусь в Казани возле водопада Голубое озеро. И вы знаете, ничем не хуже. Вот, например, я вам показывал водопад Кучансу. Вид ничем не хуже. Правда, водопад чуточку меньше. А температура воздуха в Казани сегодня днем прогреется до плюс 25 градусов. Вечером будет чуть прохладнее, около 17 градусов тепла. Днем, к сожалению, будет идти дождь достаточно сильный. Вечером он прекратится, а ночью возобновится вновь. Так что будьте готовы к дождю. У меня, друзья, на этом все. Всем отличного настроения, не грустите. Пока! Ну, я думаю, что пейзаж не особо так отличается от крымского, только единственное, что Даниор одет наконец-то. Это хорошее замечание. И привез с собой плохую погоду, к сожалению. Ну ладно, хотя кому как. Комфортную погоду. Дожди тоже должны быть. Так, для свежести, чтобы было дышать приятно. Сейчас у нас небольшая реклама, но до этого мы прорекламируем наши контакты
в интернете. Во-первых, наш сайт tnv.ru, добро пожаловать. В YouTube тоже можете найти повторы нашей программы, самые интересные интервью, сюжеты и группу ВКонтакте «Утренняя программа». Да, мы всегда открыты для общения. Сейчас прервемся, и, конечно же, вас ожидает еще много интересного впереди. Оставайтесь на ТНВ. И снова здравствуйте. Мы продолжаем знакомить вас с интересными фактами. В России первые дачи в виде участков на несколько тысяч гектаров с большими домами появились в XVIII веке и были привилегией богатых аристократов. В советскую эпоху ситуация кардинально поменялась. Дачи трансформировались в небольшие земельные участки с маленькими постройками и стали, прежде всего, местом для занятия садоводством и сезонного отдыха рабочего класса. В 2019 году вступит в силу новый закон, который напрямую коснется почти каждого второго россиянина. Он призван устранить несоответствие между дачным законодательством и гражданским, земельным, и градостроительным и жилищными кодексами. Теперь все дачники станут огородниками и садоводами. Учитывая, что 12% населения страны постоянно живет на дачах, закон значительно упростит процедуру прописки для многих садоводов. Но это дело пусть недалекого, но все-таки будущего. Пока садоводы и огородники снимают обильный урожай со своих грядок и готовят их для новых посадок. Почему бы не сделать огородные грядки не только привлекательными, но и долговечными? Вот как это можно сделать. Главный материал для вечных грядок – это хризолит-цемент. Вот такие вот полосы, по сути, это шифер. Только с определенными дополнительными свойствами, которые помогают ему быть долговечным и крепким. Такие листы можно купить на любом строительном рынке. Там же они и порежут вам на те размеры, которые вам нужны. Стандартный 30 сантиметров ширина и 150 или 175 длина. Как раз самое то. Сначала нужно вымерить междурядье. Оптимальный размер 45 сантиметров. Как раз будет удобно ходить между грядками. Вымеряем и сразу ставим вот такие вот уголки. Их тоже можно приобрести в строительных магазинах. Они продаются по 2 метра длиной. И с помощью болгарки можно порезать вот на такие 50 или 70 сантиметровые уголочки. Это очень важно, иначе ваша грядка не будет устойчивой. Вот так. Теперь необходимо сделать вот такую вот бороздку, в которую мы затем поставим нашу полосу хризолит-цемента. Ну и когда наша грядка практически готова, остается только ее покрасить. Я, например, предпочел покрасить совершенно в разные цвета. Берем любую краску, акриловую, эмаль, подойдет любая. Такие грядки получаются, относительно дорогими, но тут важно то, что они практически вечные. Можно сказать, это лет на 40, если вы специально не будете бить этот шифер. Родиной баклажанов, или синеньких, как часто у нас называют этот посленовый овощ, является Индия. Долгое время считалось, что овощ способен только причинять вред. И даже его использовали как яд, приводящий к отравлению человека. Сейчас же отношение к баклажанам кардинально изменилось. Во-первых, они малокалорийны, в них много витамина В. Во-вторых, они активизируют обмен веществ. Именно поэтому, если вы скидываете лишний вес и если нет противопоказаний, следует употреблять баклажаны регулярно. Блюд с баклажанами множество, и вот вам один такой рецепт. Горячая закуска, да еще и с томатами, пряными травами, базиликом. Поверьте, это вкусно.
Для того, чтобы приготовить эту оригинальную горячую закуску, вам понадобится 1 баклажан, 3 средних помидора, 50 граммов тертого сыра, базилик, чеснок, 1 чайная ложка прованских трав и соль по вкусу. Баклажан нарежьте кружочками толщиной до 1,5 сантиметра. Выложите на бумажное полотенце, посыпьте солью и оставьте на 30 минут, чтобы убрать горечь. С помидоров снимите кожицу и мелко нарежьте. Обжарьте чеснок на оливковом масле в течение 2 минут. Добавьте помидоры, прованские травы и соль. Тушите, пока не получится густой томатный соус. Кружочки баклажана промокните бумажным полотенцем и выложите в форму для запекания. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут. Затем положите на каждый кружок базилика томатную смесь, порубленный базилик, посыпьте тертым сыром и снова отправьте в духовку на 7-10 минут. Закуску подавайте в теплом виде. Приятного аппетита! Объявлен старт 6-го ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Миссия фестиваля широка и благородна. Формирование нового поколения профессиональных кадров, популяризация рабочих и инженерных профессий и раскрытие творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики. Об особенностях нынешнего фестиваля говорим с этим утром с одним из организаторов, Мариной Есельской. Доброе утро. Доброе утро. Марина, расскажите, пожалуйста, о заявочном этапе фестиваля, который уже начался. Да, действительно, он начался. Старт заявок начался 5 августа? Нет, что вы, июня. Июня? Конечно, 5 июня, и заканчивается он 25 сентября. Уже буквально считанные недели, дни остаются, поэтому кто еще не успел, пожалуйста, подавайте заявки. Участвовать могут сразу, да, уточню, участвовать могут как сольные исполнители, представители организаций, так и предприятие, завод может выставить целую команду. Целым хором. Да, безусловно. В 6-й год фестиваль, конечно, расширяется, количество участников увеличивается, вносятся изменения в положении, без этого никак. Поэтому все проявляющие интерес к нашему фестивалю могут свободно заходить на официальный сайт, это bzzm.ru, и знакомиться и с положением, и с регламентом фестиваля, и, соответственно, есть контактные данные, телефоны, куда можно позвонить, и наши приветливые сотрудники всегда ответят на любой вопрос. Ну вот вы уже сказали, что, значит, есть возможность выставлять команды, есть возможность выступать одиночно. Давайте про номинации расскажем. Какие есть номинации в этом году? Да, номинации уже полюбившиеся всем участникам, ну и нам, конечно, тоже, потому что нам нравится следить за процессом. Это, безусловно, музыкальное направление, это вокал, вокал-соло, сольные исполнители и вокальные ансамбли могут выставляться от 2, 3 и более человек, соответственно. Также танцевальное направление, куда команда выставляет, команда либо сольный участник, хореографический номер, визитка-презентация, но данная номинация применима лишь к командному участию и только для той команды, которая проходит уже в финал фестиваля. А также у нас есть номинация «Минута славы». Здесь уже оригинальный жанр, кто на что горазд, кто, может быть, блещет чувством юмора, стемы, оригинальный жанр, акробатический, может быть, какие-то трюки, кто знает, может, механик на каком-то заводе обладает уникальными способностями игры на гитаре, например. Вот у нас был такой сотрудник, правда, это другой фестиваль, но я видела, он играл с закрытыми глазами, во-первых, и гитару держал за своей спиной, и виртуозно исполнял. Зачем тогда он закрывал глаза, если она все равно за спиной? Зачем он механик тогда, я вот думаю? У меня вопрос. Я думаю, что он закрывал глаза больше от удовольствия, наверняка. Ну это да, это логично. И еще поправочка, не поправочка, точнее, уточнение, что каждый исполнитель или команда может представлять не более 3 номеров. Этим мы ограничиваем, конечно, время, потому что участников, слава богу, достаточно, желающих принять участие. Номера тоже
все замечательные. Отобрать среди огромного количества номеров очень бывает сложно. А концерт все-таки и телевизионная версия, благодаря ТНВ, конечно, которая транслируется на весь мир практически, она тоже имеет свои рамки, и всех вместить мы, к сожалению, не можем. Но все-таки вот есть какие-то параметры, какие-то ограничения, может быть, ну, допустим, по возрасту даже. Да, безусловно. Фестиваль это молодежи, работающей на предприятиях, поэтому молодежь от 18 до 35 лет. Но тех людей, которые душой и сердцем тяготеют к творчеству, и у них это получается, мы тоже приглашаем. Почему? Потому что есть у нас оговорка в положении. Нет, номинации, к сожалению, нет, но есть оговорка в положении, что они могут принимать участие в фестивале в составе команды, либо в составе творческого коллектива, и не более 25% от общего количества участников могут составлять люди, которые по возрасту превосходят возраст 35 лет. Безусловно, это классный проект, который помогает людям развиваться всесторонне. Нет ли идей как-то расширить фестиваль? Может быть, приглашать участников из других регионов и вообще сделать его всероссийским, международным, всепланетарным? Нет, безусловно, конечно, планы есть, ведь все-таки нужно мечтать, мечтам свойственно сбываться. Например, в прошлом году к нам приезжали на фестиваль в качестве участников команды из Ижевска. Сольный исполнитель из Москвы, он работает на автозаправке в Москве. Королева бензоколонки. Король, я бы сказала. И нужно сказать, что он приехал абсолютно, то есть просто посмотреть, что это такое, и он награждался во время гала-концерта, он блестяще исполняет вокальные номера, очень своеобразно, но тем не менее этим он и взял. И фестиваль открытый. В самом наименовании об этом говорится. То есть сейчас, если нас слышат в других городах... Конечно, конечно. Подавайте заявки все по телефону, мы вам расскажем, на сайте все есть, анкеты, заявки участников там размещены, можно скачать, заполнить, приложить все соответствующие документы. Конечно же, это обязательно должен быть сотрудник организации, анкеты подает организация обязательно, то есть не сам лично. Нет. Подается от имени организации с подписью, с печатью, и прилагаются копии трудовых книжек, оригиналы которых, соответственно, все серьезно привозятся уже на момент Нет, я думаю, если такие серьезные требования, я думаю, что все-таки, наверное, какой-то, коснемся этого все-таки, да, что-то какое-то, мне кажется, вот материальное еще какое-то вознаграждение будет за это. Конечно, в фестивале есть спонсоры, партнеры, с которыми мы стараемся поддерживать отношения ежегодно. Самый главный приз это для команды-участницы, подчеркну, это переходящий кубок президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Этот кубок гордо сейчас стоит у команды победительницы, и так он ежегодно. Но каждая команда, так как отпускать все-таки от себя не хочется этот кубок, а удержать его очень сложно, потому что конкуренция большая, мы в финале, во время гала-концерта преподносим дубликат этого кубка, и он все-таки остается у них, так скажем, копия. Я думаю, что мы достаточно заинтриговали всех желающих участвовать. Теперь давайте про даты, когда пройдут зональные этапы фестиваля и гала-концерт. Зональные этапы стартуют 5 октября в городе Набережные Челны. 5-6 это Набережные Челны, дальше у нас идет Заинск, Казань и завершает Нижнекамск уже 3 ноября. После чего победители, обладатели первых, вторых, третьих мест приглашаются на финал сюда, в Казань, который пройдет в ноябре 13-14. 15-го же уже счастливчики, которые, соответственно, станут победителями на финале, приглашаются для участия в гала-концерте, который состоится 16 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида», куда мы всех приглашаем. Нужно сказать, опять же, для участников информация, что фестиваль без оргвзносов. Соответственно, единственное, что командирующая сторона берет на себя некоторые расходы по транспортировке, по перевозке участников, соответственно, и их размещению. Я думаю, это того стоит, да. А те, кто, очень коротко, те, кто уже попадает в финал, исполнительная дирекция и организаторы фестиваля, их расходы по проживанию и по организации транспорта от мест проживания до репетиционных площадок берет на себя. Осень будет яркой, мы вам желаем успехов. Пускай все пройдет отлично и победит самый лучший. Да, и 30-го мы приглашаем вас на концерт перед театром Камала. Эти как раз-таки работающая молодежь, победители прошлых лет, будут радовать всех и поздравлять с Днем Республики. Увидим их обязательно. Спасибо большое за приглашение. Да, мы там будем точно. Шикарные планы. Но сегодня в Казани тоже происходит много всего интересного. Что именно, сейчас узнаете.
Хватит завидовать грации и осанке балерин. Пришло время обзавестись такими же. Даже если вам хорошо за 30, школа танцевального искусства «Балет Рум» берется сделать из вас балерину. А в доказательство своих серьезных намерений приглашают желающих на бесплатный мастер-класс. Пришедшие лично убедятся в том, что их тело имеет больше возможностей и способностей к танцу, чем кажется. Узнают основные техники, научатся интерпретировать танцевальные связки в соответствии со своими возможностями. Все это обещают организаторы мастер-класса. Начало уроков в 7 часов вечера. В одном из казанских антикафе сегодня выступит молодой московский актер Александр Панин с моноспектаклем «Во власти женщины» по роману норвежского писателя Эрленда Лу. Автор позиционирует свою работу как философскую притчу о мучительных отношениях и поясняют, что спектакль о непонятно на что потраченном времени, о сводящей с ума ревности и зависти, об изнурительной слабости и невозможности сказать «нет», в общем, о любви, боли и глупости. Однофамилец скандально известного актера на всякий случай предупреждает, что спектакль поставлен по канонам классического театра. В постановке не используются приемы, призванные эпатировать публику. Культурное наследие республики – изделия, выполненные в технике кожаной мозаики. Чтобы взяться за такую работу, художник должен обладать высоким профессионализмом и вкусом. На выставке в музее Амира Мазитова можно увидеть работы мастеров народных промыслов Татарстана. Декоративные панно, одежду, аксессуары, выполненные с применением техник кожаная мозаика, аппликации, выжигание, тиснение, вышивка по коже. Посещение бесплатно. Ну а сейчас пришла пора завершить гороскоп для оставшихся 6 знаков зодиака. Весы, если вы давно искали что-то эксклюзивное, то обязательно найдете это. Постарайтесь сегодня уклониться от конкретных вопросов со стороны. Не исключены неприятные новости, которые смогут основательно испортить вам настроение. У скорпионов хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный доверительный разговор поможет снять напряжение. Сегодня возможен маленький сюрприз для стрельцов, который тронет их до глубины души. Полезно хоть ненадолго уединиться, а может даже поспать. Поднимите голову к небу, остановитесь и поймите, что потом вы уже ничего не сможете изменить. Козероги, займитесь вечером чем-то успокаивающим нервы. Если вы нерешительны и вам выпадает возможность попробовать что-то новое, решайтесь и пробуйте. Еще сегодня есть риск не оценить искренних порывов любимого человека и обидеть его. Водолеи, не пытайтесь сегодня успеть все, лишние нервотрепки вам ни к чему. Размеренно занимайтесь самым важным делом, не распыляясь на мелочи. Лучше займитесь творчеством или какими-то поделками. Это даст вам ощущение гармонии. Рыба, освободите себя от того, что тянет вас вниз. Вы об этом не пожалеете. Не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получится разорваться. К тому же вы захотите заиметь то, что вам не принадлежит. Так что подумайте трижды, прежде чем перейти в наступление. Ну что ж, это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Завтра вернемся в 8:10. ТНВ, утренняя программа «Здравствуйте». Сегодня с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов. И мы поздравляем вас с праздником мира и добра в ваши дома. До свидания. Удачи.